Ой, за эфиром, конечно, веселимся, хохочем. Вот как обычно, друзья, как С этими обычно. людьми С я этими могу людьми тебе по-другому сказать, быть не Иван, может. быть не может однозначно. У нас в гостях режиссеры церемонии открытия и закрытия финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы World Skills Россия». Екатерина Рафай, Гульнара Юрина. И я просто встала и аплодирую. Это делаем мы. Мы тебя любим. Просто, девочки, низкий поклон и самая большая гордость. Просто хочу, забегая вперед, я вам комплимент еще буду выписывать, сказать, что режиссеры всего самого массового и самого зрелищного в столице Республики Башкортостан, и вообще в Башкортостане, это люди, которые живут, работают в Уфе. Когда кто-то смотрит, а кто это, Москва делал, да? Кого-то приглашали? Нет, это они. И то же самое говорят про наших ведущих. Ой. И именно да. сегодня Ой, хочется нам ой. в это утро сказать для всех наших телезрителей, что у нас самые крутые и яркие ведущие в нашем городе. Потому что тот марафон, я прям который утону выдержала в этих Лиля вчера, комплиментах. это просто невероятно. Да. Спасибо. Поэтому вот что там даже московский ведущий приезжает, говорит, боже, это что со мной за красотка такая Ну, ты ведет, помнишь, я что- стесняюсь рядом с ней быть. ну, ты помнишь, что сказал Вячеслав Мануджаров Звезды, вчера? Да, звезды. я, говорит, посмотрела на ее инстаграм, она реально крутая. Богиня. Вы слышали? Лиль, Про меня. спасибо тебе большое. Спасибо Ну давайте вам. про мероприятие все-таки поговорим Вань, ты тоже немножечко. классный, ну что ты? А давайте Прям. начнем вот, с церемонии открытия. Вот это было шоу, это были масштабы. То, что мы видели, это красивая картинка. А вот были какие-то казусы, неурядицы, о которых можно рассказать зрителям? Или вы Сейчас Лилька уже должна всё притвориться, подзабыли? что ничего не знает, как будто бы Да. там не было Для никаких меня все было казусов. идеально. Нет, ну, на самом деле надо признать, что все, что запланировали, ну практически все, что запланировали, удалось, да, и это большая радость, это большое счастье, и это большая удача. Потому что, если помните, в самом начале шоу был пролет воздушных аэростатов, Да, помните, да, да? да, мы говорили об этом. Если окунуться в это глубже, то надо понимать, что даже небольшая ветровая нагрузка, чуть больше, чуть меньше метров в секунду, снесла бы эти шары с нашего поля в другое. То есть- Или на нас там. и буквально куда-нибудь. через 30 минут поднялся ветер. И если бы наша церемония началась там условно на 30 минут позже, этих шаров бы в нашем поле вообще не было. И то, что они пролетели прямо над нашей церемонией, именно в ту секунду, в которую мы планировали, именно на той высоте и даже ниже, то, У вас там, наверное, Понимаете. какая-то договоренность? С наверное, мы Всевышним? просто Солярий. очень невредные. Типа того. Но если бы они еще пролетели, ну, чуть-чуть попозже, мы бы в них еще пиротехникой шарахнули. Да. И они бы Что могли делать? взорваться. Слушайте, ну все прям информационные порталы писали, постили это невероятное шоу дронов, которое просто взбудоражило всю общественность. А вот как вообще в голову такое? Потому что сейчас все говорят, что никакие салюты не нужны, все, есть дроны, есть вот эта картинка в небе, больше ничего не нужно. Но действительно так, дроны это достаточно такая высокотехнологичная, не самая дешевая история, но эффект она, конечно, производит вау, и мы согласны. Мы бы хотели, чтобы на каждом нашем мероприятии было такое шоу. А кто делал? Я где-то читал, что вот если один дрон выходит из строя, то все, это всему Но конец. на самом деле не так. Нет. Один Нет, да? дрон может выйти из строя, и мы на Один, картинке два. не увидим какой-нибудь пиксель там условно. Есть да? небольшой эффект погрешности всегда, и они это закладывают, то, что 1-2 дрона могут выходить из строя, потому что это очень, ну, тонко настраиваемая история. Другие дроны, такие «я спешу на помощь», летят и встают в тот Да, ну пиксель, то есть они там который- шебуршатся, да, быстренько перерешиваются На в самом деле своем не так, улье. мы это только что придумали, но мне кажется, так могло бы быть. Да, вот это шоу мы сейчас увидим как раз на экране телевизора. Его прописывали специально для церемонии открытия чемпионата WorldSkills Россия. Кто эти волшебники вообще? Нереальные люди, которые все это делают. Это компания «Геоскан». Они... Они самые известные российские производители дронов, то есть они сами эти дроны строят, сами их производят, сами их программируют и делают вот такие шоу. Москва. Москва, Санкт-Петербург, то есть их шоу можно увидеть над Невой, последнее, где голубь огромный летает. Это шоу из 2000 с лишним дронов, объемный. А Это сколько посвященное дронов было здесь? 9 мая у нас было 1100. Ну, тоже много ведь. То есть их шоу было над Поклонной горой, их шоу было в Волгограде. То есть они очень классные, очень крутые, очень Но после этого профессиональные. мероприятия дроны начнут производить у нас в республике. Да. Они скоро будут здесь жить,
И я Это думаю, вы не только что придумали? Нет, Нет. это на самом деле Реальная не так. история. Это действительно так. Да, наша республика и наш город должны стать столицей дронов России. Крутяк. Кать, ну я знаю, но когда ты приходишь, мы всегда из тебя вытаскиваем вот эти штуки, казусы, что получилось, что не получилось. Гульнара просто. Все хорошо. Не бывает все гладко, не бывает все идеально. Мы за правду, мы за честность. Вот что было такого? Может быть, что было самое Что не удалось, сложное, может да. быть. На открытии? Или на закрытие. Ой, что там, что там? Ничего. Я вспомнила, когда в окне мы смотрим, у нас в окне на 3-м этаже нет танцора. Мы говорим, а где танцор на 3-м этаже? И тут в эту секунду появляется танцор на 3-м этаже, Но уходит но пропадает еще из другого еще 2. Мы говорим, а где другие? Они говорят, они программу свою закончили. Ну это вот... Нет, ну, из казусов был момент, мы задумывали номер Жени Сафиной, финалистки Янемон. Номер по задумке должен был быть с лазерной арфой. И тут мы понимаем, что Женин номер в достаточно светлое время. И к лазерной арфе нужна очень большая коммутация. И еще плюс бонусом это лазерная арфа не светится, а все уже заряжено, то есть заряжена двигающаяся платформа под нее, Да, и она танцоры, должна играть идея, на ней, плащ, она там работать. должна играть на этой арфе, все красиво, все эффектно. И в итоге в последний момент, фактически, когда приезжают наши партнеры Dream Laser, а арфа еще не включается бонусом. То есть арфа приехала, арфа есть, но она не включается. И никто в Уфе ее запрограммировать не может, ее не могут ни включить, ничего с ней сделать. Мы думаем, ну, надо же что-то делать. Мы пригласили одних специалистов, других специалистов, все сидят, разводят руками. В И итоге Катя взяла отвертку сама, полезла, все Нет, починила. я не такой, нет. Я знаю просто нужных людей. Так. Приехали нужные люди, приятные, которые с нами давно уже работают, которые тоже, с которыми очень комфортно. И сделали арфу еще круче. Да, прописали много-много лазеров и такие, ну, а зачем это? Давайте поставим арфу посильнее. И просто сразу на язык, без выездов. И действительно, потом можно было увидеть, как Женя спускается и играет на этой арфе. Вы можете найти выход из любой ситуации. Экстренная ситуация – это вообще не для вас. Ваше спокойствие меня поражает, удивляет. Как можно быть режиссером такого массового действия, когда в последние секунды перед выходом на сцену тебе могут сказать «так, это не то», и вы все решаете. Как? Откуда это хладнокровие, спокойствие? Как нам научиться этому? Это все только потому, что у нас очень хорошая, слаженная команда. Вы же понимаете, что вместе с нами, за нами огромная команда настоящих профессионалов, которые с полуслова понимают, что им нужно делать. И это, конечно, вселяет уверенность. Команда. Воздушные поцелуи этим утром. Любовь наша бесконечная отправляется вам. А на сцене было еще и огромное количество людей, танцоров, разные коллективы, причем не только из Уфы, но и из других городов Башкортостана. В общей сложности, сколько человек приняло участие в церемонии открытия, закрытия, не считали? 600, 700 На церемоний. Около 500, да, в разное время около 500-600, потому что танцоры сменяли друг друга, коллективы сменяли, то есть были номера, где работали профессионалы, это госансамбль, Мирас, там объемно, их уже около 150 в сумме в одном прологе. Ну и надо понимать, что каждый коллектив еще внутри – это руководитель, это огромный опыт, это талант, и все это собралось в одном месте. Итак, самые свежие отзывы по тому, что происходило в Уфе, скорее всего, у вас, потому что вам важно это знать как никому другому. Что говорят? Это было достойно. А мы с кем-нибудь сравниваем себя? Ой, я слышал, что мы кое-кого переплюнули. А? Переплюнули кое-кого? Ну, Не будем это называть будет вслух, нескромно. конечно. Да ладно, с вашей стороны, может, нет. Ну и ладно, переплюнули, сами понимаем, кого. Ура, Тех, ура. с кем мы периодически соревнуемся в чем-то. Но вы действительно классные, вы просто нереальные. Не уезжайте никогда и никуда из Уфы, потому что такие талантливые должны Слушай, так оставаться в Башкортостане. я слышал, что там наверху, да, Небесная как бы, канцелярия опять, что ли? ну, практически у нас в белой канцелярии. Поговаривают, что WorldSkills может стать вообще ежегодной историей именно для Башкортостана. Потому что, такой массовый, зрелищный? Да, потому что сделали мы прям на уровне. Но это будет невероятная история, потому что это мега-опыт, мега-возможности для всей сферы, для нашего образования, для наших детей, для тех, Вот, кто в первую принимает очередь, участие да. в чемпионате. То оборудование, которое попадает после этого конкурса, придет в СУЗы, в вузы, в школы.
И, конечно же, для нас, для тех, у кого есть возможность делать такое шоу. А какой это огромный эмоциональный толчок для молодежи. Потому что, ну, вы видели энергетику, которая творилась вчера в зале, как они болели командами, как они заряжали друг друга, как они поддерживали друг друга. Если это станет ежегодной традицией, молодежь действительно будет вовлечена, молодежь будет, мне кажется, ну, появится вот этот вот дух классный, именно командный, вот такой мощный, энергетика, молодая, живущая, яркая вот эта. Мне кажется, нам пора думать о церемонии открытия уже сегодня. Хорошо. Дальше больше мероприятий, и все это в руках этих хрупких девушек и их нереально классной команды, режиссеры шоу финала 9-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» Екатерина Рафаева, Гульнара Юрьевна. Вам успехов, удачи всем вашим, от нас приветики. Как Хорошо? всегда, зарядили улыбочкой в понедельник. Вот самое оно, знаете, все, вот то, что нужно. Поэтому 30 улыбнулись. августа. Да? Сегодня, на всякий случай, напомним, да, улыбайтесь. И все, пора на работу. Авантихнов. Да. Лилия Курамшина. Пока-пока.